Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Вчера, 12 апреля, в День космонавтики, в Якутске символично стартовал дальневосточный этап стартап-тура 2023, Creative Tech 2023, который проводит фонд Сколково. Открытие мероприятия состоялось в креативном кластере «Квартал труда» при участии полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы нашей республики Асена Николаева. Ни для кого не секрет, что Якутия является лидером в IT-индустрии среди регионов Дальнего Востока и пробивает себе место в топе лидеров по стране. И сегодня у меня в гостях директор Департамента развития креативной экономики Корпорации развития Якутии Светлана Сафронова, с которой мы поговорим о стартап-туре и о развитии несырьевой экономики в целом. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Ну вот стартап-тур республика принимает уже в пятый, если я не ошибаюсь, раз, да? То есть своего рода юбилей. Насколько растет заинтересованность якутян в мероприятии? Там становится оно больше популярным? Ну какие вот отличия, кроме того, что оно прошло на новой площадке? Да, действительно, стартап-тур в городе Якутске в этом году отметил свое пятилетие. Это мероприятие, оно является действительно значимым для города Якутска. Оно объединяет на своей площадке самых ярких представителей технологичного и инновационного предпринимательства России. Интерес к конкурсу, безусловно, от года к году растет. Вот в текущем году мы собрали 259 заявок, и это рекордное число заявок за все 5 лет. К примеру, в прошлом году мы собрали порядка 137 заявок. А почти в 2 раза больше. Это с чем почти связано? в 2 раза больше. То есть вы больше просто анонсировали или больше из чего? Или... Я думаю, это связано с тем, что фонд Сколково в текущем году большое отдельное внимание впервые уделил направлению технологий для креативных индустрий. То есть заявки могли подавать компании из таких отраслей, как геймдев, создание виртуальной дополненной реальности, кино, анимация, медиа, дизайн, архитектура и прочее, прочее. Соответственно, это огромная большая ниша на нашем рынке республики, и вот я думаю, что рост заявок в первую очередь был связан именно с этим. Чтобы расширилось просто поле для участия, Расширилось да, поле для участия, да. Ну и вот было интересно, что новая площадка «Квартал труда» само по себе интересно. Вообще во многих городах такие бывшие промзоны, да, они становятся, ну вот как «Флакон» в Москве, да, тот же, там «Красный Октябрь» там, и так далее. Вот, ну, насколько вообще выбор площадки был обусловлен, да, чем, и насколько выбор площадки вообще повлиял на само мероприятие, как вам кажется? Безусловно, площадка оказала свое воздействие. К нам в этом году приехало порядка 70 гостей из других регионов. И здесь неоспоримый факт, что всем интересно посмотреть на самый большой креативный кластер на Дальнем Востоке. Но я думаю, что оправдания большинства гостей оправданы. Все с восхищением встречали площадку, для всех были проведены экскурсии. Многие готовы перенимать опыт наш. Новосибирская область отдельно отметила нашу XR-студию. Поэтому, да, безусловно. Ну и для самих жителей нашего города, участников этого конкурса, безусловно, эта площадка, которая станет уже вот в ближайшем будущем их домом для креативных индустрий, вызывала несомненный интерес. Но в основном участники из Якутска, да, или есть все-таки из районов? География не ограничивалась только Якутском. Заявки поступали и из других регионов, но большая часть заявок, конечно, все равно поступила. Нет, я имею в виду вот из районов Якутии. Районы Якутии также могли принимать участие, но, конечно... Но в основном из Якутска, да, получается? Якутск, да. То есть география будет еще шириться, наверное, в дальнейшем. Есть куда расти, да, это безусловно. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моей гости можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну, расскажите подробнее о вот направлениях, которые там были. Я уже рассказала о новом направлении Creative Tech. Помимо этого было еще 3 традиционных трека. Это были, собственно, сами информационные технологии, биотехнологии для медицины и сельского хозяйства и энерготехнологии.
Ну, могу тут сказать, наверное, о распределении заявок, да, по количеству. Самым популярным треком уже традиционно являются сами информационные технологии. На втором месте в этом году вышли креативные технологии, к нашему большому счастью. Ага, ну то есть новое направление Новое и направление, сразу... да, и очень замечательно, что компании, работающие в этой отрасли, они так активно приняли участие сразу с первого года. Мгм. Ну это же, получается, там и мода была, да, я видела. И мода была, да, и архитектура была, большое число анимация была, геймдев, очень много заявок поступило. Ну, то есть достаточно широкий спектр отраслей принимали участие. Мгм. А вот какие были критерии участника? То есть если я участник, то есть я могу прийти вот с какой-то сырой идеей или надо прямо уже с готовым проектом приходить? Да, формат участия в конкурсе все-таки предполагает заявку уже с такой оформленной, хорошей идеей, ну, упакованный практически полностью проект. Но здесь для полуфиналистов, для тех, кто вошел в полуфинал, мы, как организаторы со стороны города Якутска, даем традиционно такой бонус. Мы готовим компании к питчингу, потому что питч – это важная составляющая. То, как ты покажешь проект жюри, потенциальным инвесторам, которые часто тоже присутствуют на площадке, ну, как бы от этого многое зависит. Поэтому мы здесь активно ребятам помогаем, всегда стараемся, ну и думаю, что это имеет свои результаты. Давайте немножко переведем для наших зрителей на русский язык, да, потому что тем более у нас сейчас такая политика, мы как бы от иностранных слов избавляемся постепенно, да, то есть питчинг – это, собственно, защита идей, да? Да, защита проектов. идей, да, в соответствии с требованиями. За короткое время очень нужно маленький представить... тайминг, да, в который нужно основную мысль очень четко донести до аудитории. А расскажите о самых каких-то ярких, интересных проектах. Вообще, Ну, вот именно наших. все заявки, поданные на конкурс, они, безусловно, заслуживают внимания и имеют потенциал развития. Это, ну, прям факт. Я думаю, здесь жюри очень трудно было вообще оценивать и принимать решения. Я, как человек, который занимается развитием креативной экономики Якутии, конечно, болела за наших. Для меня самые интересные проекты здесь, в этой отрасли. И очень рада тому, что суперфиналистом стал проект нашей анимационной студии «Тундра Animation» с названием «Коллекция анимационных фильмов о зиме Якутии». Это серия короткометражных мультфильмов, которые для молодых якутян раскрывают красоту якутской природы, знакомой и любимой с детства. Помимо этого, там главные герои – это персонажи якутского фольклора. Тем самым студия, ребята решают еще и задачу по сохранению наших национальных традиций, по привитию любви к ним, ну и каких-то своих собственных якутских героев дети здесь могут рассмотреть и захотеть быть похожими на них, а не на Супермена, Бэтмена и Железного Человека. Это вот 3D-мультик, да? Да, это 3D-мультик, в том числе его презентация первая тизера прошла на площадке в день стартап-тура. Про быка холода. Про быка холода, да, главный персонаж там бык холода. Вот, ну и мы в ближайшее время ждем еще 10 серий этого мультика. А какие призы вот у победителей? То есть, ну вот они стали суперфиналистами, и что, они поедут теперь в Сколково или что? Да, ну вообще всего 4 направления в конкурсе. По каждому треку определяется победитель. За первое место команда получает денежный приз в размере 50 тысяч рублей, и суперфиналист получает денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Кроме этого, суперфиналист имеет возможность поехать презентовать свой проект уже на российском этапе финала. Мероприятие называется «Стартап Village». Ну, вот в мае ребята туда поедут. Это компания «Тундра». Ну, кроме этого, есть еще специальные призы для ребят от спонсоров и партнеров мероприятия. А вот эти деньги призовые, они, соответственно, должны на развитие проекта направить, Ну да? да, конечно. Ну, в общем, суммы-то не такие большие, чтобы можно было проект на эти деньги прям реализовать. Или... Небольшие, но здесь дело не только в финансовой составляющей вопроса. Площадка ведь она объединяет большое количество менторов, те же самые партнерские организации, инвестиционные какие-то компании. Это все нацелено на то, чтобы свой проект показать и найти своих заинтересованных людей в этом проекте, которые могут дальше поспособствовать его развитию.
Мгм. Но это ведь, с другой стороны, такая немножко локальная история. То есть, ну, мультики классно, наши там якутские персонажи, якутских сказок и так далее. Но вот на уровне страны, там, насколько это интересно может быть. Ну вот, говоря об анимационной студии «Тундра», Мгм. хочется отметить, что ее основатель, он вообще человек, ну, с уникальной историей. Меня лично он вдохновляет безумно. Мгм. Это человек, который состоялся вообще на глобальном рынке, хорошо, успешно. Он работал в ведущих мировых студиях, таких как Pixar, Disney. Ну и он спокойно может жить припеваючи там где-то, да, за рубежом. Но вот у него настолько сильна тяга к родной земле, что он приехал и решил здесь открыть, в Якутии, студию мирового уровня. То есть у него запрос, вообще идея, цель сделать мультики, которые будут востребованы не только здесь, в Якутии, и не только в России, но и на мировом рынке. И поэтому персонажи якутского фольклора он в своих мультиках транслирует, ну, не напрямую, так, чтобы это было понятно только нашей аудитории, Мгм. а очень тонко. И потом эта культура, она же во многих странах, национальностях, она пересекается. Каждая страна может найти здесь что-то свое. Вот как мы смотрим «Мулан», например, и что-то там нам откликается как наше родное. Ну и вот здесь ребята пытаются сделать примерно такое же, и я уверена, что у них все получится. Мгм. Но все равно есть ведь и локальные какие-то креативные разработки, ну, например, заточенные под наши там, климатические условия суровые, да? Вот какие-то такие локальные идеи есть? Вот расскажите. Ну, есть. Здесь, наверное, таким самым ярким примером может выступить компания Хатутент. Это компания, которая производит изделия из инновационных материалов, которые все время позиционировались как разработка исключительно для вот наших суровых арктических климатических условий. Мгм. Сейчас у них есть уникальный шанс масштабироваться на всю Россию, потому что вот с началом специальной военной операции выяснилось, что эти материалы, они на передовой могут обеспечивать бойцам, технике защиту от тепловизоров. А, Да, и действительно, эта разработка уникальная, и она очень может быть востребована. И сейчас уже компания осуществляет заказы на изделия для наших якутских мобилизованных ребят. Но кроме того, в ближайшее время планируется испытание наших изделий в Министерстве обороны Российской Федерации. Ну, то есть и у компании есть все шансы здесь как бы получить успех. мгм. Ну, вообще, если говорить, что стартап-тур в целом, да, он проводится в разных городах России, являясь таким самым масштабным проектом, который направлен на поиск новых инновационных разработок каких-то перспективных, да, наиболее перспективных. Вот, есть ли у проектов еще каких-то, ну вот вы сказали про тундру, то есть у проектов этого стартап-тура потенциал вот для масштабирования на внешние еще рынки? Ну, здесь, наверное, стоит говорить вообще в целом об инновационных проектах, об инновационных, о креативных. Это в априори проекты, которые имеют наивысший потенциал для того, чтобы масштабироваться и за пределы России, и внутри России. И в Якутии для этого создана уникальная инновационная экосистема, которая за годы уже показала свою эффективность. Она в себе сочетает все необходимые инфраструктурные и иные условия для того, чтобы компании как раз могли комфортно развиваться, расти и в том числе масштабироваться. Поэтому действительно и у проектов стартап-тура, и у любых других проектов, будь то резиденты IT-парка, будь то резиденты креативного кластера, а у них ну, действительно такая благодатная почва на сегодняшний день есть для того, чтобы стать компаниями мирового уровня. Мгм. Но, с другой стороны, считается же ведь, что из там, я не помню точно статистику, но вот из 10 стартапов, там, если один выживет, то это будет Да, прекрасно. да, ну, безусловно, так и есть, но это хорошая Или воронка. даже если там один из 100. 1 из 100 даже, это тоже хорошая воронка, потому что чем больше идей, тем больше можно оттуда полезных зерен прорастить.
Поэтому вот наша инновационная экосистема, она таким образом и выстроена. Дать возможность максимальному количеству идей попробовать себя. Мгм. Но вот такие проекты, как именно стартап-тур, они, то есть зачем, в чем тут вот важность? Понятно, что не в денежном призе, да, понятно, что, может быть, то есть скорее даже не в победе в конкурсе, а в самом конкурсе дело, да, как получается? Безусловно, здесь выигрывают не только победители. Каждый участник проекта, он получает обратную связь о своем проекте. И здесь самое ценное, наверное, в том, что он потом может свою идею улучшить, усовершенствовать, доработать. Тем самым, если бы он там сам один барахтался где-то внутри своей компании, ну, он бы, наверное, рос гораздо медленнее. А чем больше вот таких вот мероприятий, конкурсов компании посещают, тем быстрее происходит их рост. Мгм. А вот когда они попадают уже на российский этап, вот, который в Сколково и так далее, то там уже призы какие-то другие. Да, там какие-то другие призы. Не скажу, что будет в этом году, потому что довольно быстро все меняется, и призы этого года отличались от прошлого года, но там, конечно, гораздо все интереснее. Мгм. Но вот если говорить про несырьевую экономику вообще в целом, то есть вообще несырьевая экономика и креативная экономика – это синонимы или не совсем? Вот что вообще входит в это понятие, что может послужить примером? Это не совсем синонимы. Если в двух словах сказать, что такое несырьевой сектор экономики, то это все отрасли экономики, которые не связаны с добывающими производствами. Таких у нас условно 50%. Как здесь вяжется креативная экономика? Ну, наверное, попробую максимально просто объяснить. Мы с 2019 года в корпорации занимаемся развитием креативной экономики. И вот тогда еще в России даже не было вообще понимания о системном развитии креативной экономики. Никто не знал, что с этим делать, как это делать. Ну, поэтому нам пришлось начать собственных исследований. Мы обратились к международному опыту. Очень близким нам оказался опыт Великобритании. Соответственно, мы взяли их методику и свои измерения произвели. Здесь, наверное, самым важным открытием для нас было то, что в Якутии вообще не стоит развивать креативные индустрии как что-то такое отдельное. Нам нужно креативные индустрии использовать как инструмент для развития того самого несырьевого сектора экономики. Как это делать? Через повышение креативной интенсивности во всех отраслях экономики нашей республики. Креативная интенсивность – это вообще число занятых креативными занятиями в каждой конкретной компании. Например, фотостудия, любая средняя, у нее 70% креативных занятий в штатном расписании. Там какой-нибудь хлебокомбинат, у него может эта цифра составлять 5. И мы поняли, что повышая вот этот уровень в компаниях, мы будем повышать конкурентоспособность наших предприятий, мы будем повышать уровень их финансовой устойчивости. В целом они будут быстрее, эффективнее расти и в том числе получат возможность выходить на внешние для Якутии рынки. Поэтому вот такая связь креативной и несырьевой экономики. То есть повышать долю креатива получается даже в каких-то традиционных… Да, здесь у нас есть вот живые примеры. В 2019 году мои коллеги занимались этими исследованиями. Это был Афанасий Захаров и наш директор, и бессменный лидер Афанасий Савин. Они посмотрели на авиационную отрасль. Ну, вообще, казалось бы, не креативная отрасль. Они взяли самые успешные авиакомпании мира и посмотрели, из чего они состоят. И оказалось, что доля креативных занятий в этих компаниях варьируется от 20 до 60%. То есть там над созданием продукта трудятся аналитики, маркетологи, бренд-менеджеры, там, все те люди, которые создают повышенную добавленную стоимость продуктам авиакомпании. Они работают с аудиторией, с клиентами, они выясняют запросы, они делают привлекательную упаковку, сервисы улучшают. И вот это все выводит компанию на тот уровень развития, где они сейчас находятся. Для сравнения, в нашей авиаотрасли якутской уровень креативной интенсивности на тот момент равнялся нулю. Ну, то есть мы здесь в операционке, нам некогда заниматься созданием новых продуктов и улучшением качества. Поэтому вот сугубо в этом направлении мы идем с тех самых пор и никуда не сворачиваем.
Но вы говорите, что пришлось обратиться там, к западному опыту и так далее. То есть, получается, одними из первых в России, да, в Якутии этим Да, занялись? безусловно, мы здесь пионеры. По сей день наш подход, он в России является очень востребованным и уникальным. Нас зовут на всевозможные отраслевые форумы, мероприятия. Наш подход всегда получает большой отклик, большой интерес. Ни один регион мы уже проконсультировали в этом плане. Многие регионы признаются, что они принимают свои законы и концепции на основании нашей концепции развития креативной экономики. Ну и все действительно удивляются, что действительно такая простая истина, и вот как мы ее... Ну вот лучше на примерах объяснять, вот какие-то успешные кейсы. Можно на каком-то вот прям примере? Да, смотрите, показать? когда мы вот вообще эту идею осознали, нам же нужны были инструменты, как к этому идти. И мы решили, что нам нужна международная бизнес-школа, которая будет все компании, в принципе, вот этому обучать. В 2020 году мы начали с такого пилотного проекта. Это была еще не школа, это был отдельный обучающий курс «Глобальный бизнес». Мы туда пригласили сотрудников 5 градообразующих предприятий, которые в течение 7 месяцев очень существенно переработали свои стратегии развития. И вот практически все из этих компаний, они вышли сегодня уже совершенно на другой уровень развития. Давайте приведу в пример бывшее предприятие ГУП ЦТЦР, которые сейчас называются Arctic Media. Они вообще полностью перешли на другой формат работы. Они запустили кучу новых цифровых сервисов. Они работают по современным технологиям. Сегодня, на сегодняшний день, у них полностью выстроен фундамент для того, чтобы масштабироваться уже за пределы России. Это хороший результат. Есть успешные примеры маленьких вообще компаний, например, ювелирный бренд «Сокольников». Они пришли к нам на программу уже в 2021 году, тоже прошли обучение, прописали стратегию своего развития. Тогда они были совершенно маленькой компанией, которая производила ювелирные изделия исключительно из серебра. У них был небольшой штат, они потихоньку работали. Сегодня это полноценный ювелирный бренд, который производит изделия из бриллиантов. У них есть премиальные коллекции, у них есть онлайн-заказы в регионах России и даже за рубежом. Сегодня они являются резидентами Торкангаласа, и там они создали уже 80 рабочих мест. То есть рост колоссальный. Все дело в маркетинге. Понятно. Ну, вообще, вот главная задача корпорации – это содействовать взрывному росту как раз вот этого вот несырьевого сектора. Вот какие инструменты воздействия для этого? На протяжении уже нескольких лет корпорация реализует различные проекты. Это и проекты в сфере образования, это и проекты поддержки, проекты популяризации креативных индустрий. Но все-таки нашим, наверное, таким ключевым системообразующим проектом является проект по созданию креативного кластера «Квартал труда». Немножко уже о нем говорили. Мы позиционируем этот объект как технопарк в сфере креативных индустрий. Ключевые направления резидентов – это кино, медиа, анимация, цифровой контент, дизайн. Сегодня у нас уже порядка 70 резидентов. Но вот те ключевые отрасли, они, конечно же, не ограничивают. То есть любая другая креативная индустрия точно так же может прийти к нам в квартал и там работать, взаимодействовать, творить и прочее, прочее. Наверное, таким домом для креативных индустрий является этот кластер. Самое важное для креативных людей – это вот быть рядом друг с другом, быть в повестке, иметь возможность обменяться проблемами, идеями, выработать что-то новое. Мощный синергетический эффект получается, когда они объединяются. Ну вот говоря, опять же, если брать примеры таких вот зон, как там, тот же флакон там и так далее, да, там же просто люди и со стороны, там, рядом живущие, или просто приезжают туда, приехать погулять, зарядиться вот этой атмосферой. Там происходят какие-то мероприятия, какие-то выставки, там что-то. Вот такое есть в планах? Да, конечно. Такое будет? Площадь нашего кластера 14 тысяч квадратных метров. Кроме этого, у нас есть 9,5 тысяч прилегающей территории. Сам кластер, он помимо
оборудованных площадок для самих креативных индустрий, помимо сервисов, которые также предназначены для креативных индустрий, имеет большое число общественных пространств. Вот весь первый этаж нашего кластера — это такие зоны общественного нахождения. Там есть выставочный зал, ну, который не будет сугубо выставочным залом. Там будут проходить различные ивенты, ярмарки, мероприятия любого типа. Есть профессионально оборудованная концертная площадка. То есть население не только близлежащих районов, а вообще всего города и республики смогут посещать там мероприятия, концерты. Есть большой фуд-холл, просто прийти вечером, днем, в любое время, провести время в красивой, уютной обстановке, с качественной кухней. Для деловых встреч, не резидентов, вообще любых, есть большое число переговорных комнат, лекторий, где можно провести свое мероприятие. И есть песочница, лаунж-зона, где можно также провести переговоры, использовать ее как коворкинг, поиграть в настольные игры, ну, просто весело провести время, там, посмотреть стендап. Много-много мероприятий у нас запланировано на 2023 год, и мы с нетерпением ждем всех жителей города к нам в кластер. Ну, кстати, вот вы сказали про зону фудкорта, я задумалась, а вот ресторанная там система общепита, это тоже как креативная может быть, да, в чем-то? Да, вы знаете, гастроиндустрия, она в некоторых регионах очень активно развивается, и причем она развивается далеко не как вот общепит в его там привычном старомодном понимании, а действительно креативно, да. Поэтому гастроиндустрия, она тоже может в некой степени относиться к креативным индустриям, смотря как ее подавать. Ну, потому что там же бывают целые гастрошоу. Да, Там, да? гастрошоу, гастрофестивали, это целая индустрия развлечений на самом деле, если этим правильно заниматься. Но в основе креативной экономики лежит развитие человеческого капитала, лежит человеческий капитал все-таки, да? Это один из приоритетов вообще нашей республики, нашей главы нашего Василия Сергеевича. Об этом часто говорят, много сил правительства региона в это вкладывает. Вот, насколько действительно вот люди готовы вкладываться сами вот в развитие себя, получается, насколько... Вы знаете, сегодня такое время, ну, когда, наверное, уже всем очевидно, насколько стремительные темпы приобретает автоматизация, цифровизация, которая проникла вообще во все уже сферы нашей жизнедеятельности. Я думаю, что каждый человек сегодня задумывается о том, а кем и где я буду работать там, через 5, через 10 лет. И, соответственно, встает вопрос, что с этим делать. И поэтому сегодня люди очень активно ищут новые пути развития для себя. Они стараются приобрести новые компетенции, новые навыки. Большое количество людей вообще уходит в новые профессии, независимо от возраста. Это делают сейчас даже люди пенсионного возраста. Поэтому, мне кажется, безусловно, каждый житель Якутии, да и России в целом, сегодня осознает важность этого вопроса. А со стороны правительства остается только поддерживать и создавать условия для того, чтобы люди могли развиваться. И вот тут тоже еще непонятно, в каком направлении действительно, какая профессия будет востребована там, через 5 лет, через 10 лет. То есть сейчас же появился искусственный интеллект, появились вот эти вот... То есть журналистов скоро заменят, да, и тексты они уже пишут, и экзамены сдают, и рисуют как. Вот. То есть у меня уже дочка говорит, а зачем мне там учиться рисовать, если вот искусственный интеллект уже, то есть вот целую нишу эту возьмет на себя и закроет. То есть какой смысл учиться там графическому дизайну, например, сейчас? Или есть смысл? Нет, мое глубокое убеждение, что никакой искусственный интеллект никогда не заменит творческое начало человека, как ни крути. Возможно, какой-то там must-have искусственный интеллект когда-то сможет там делать, заменять и так далее. Но действительно значимые вещи, творческие, креативные, все равно останутся уделом человека. Я думаю, что всегда. И поэтому выбор профессии будущего, он должен лежать именно в этом поле, в поле, связанном с творческим началом человека, с интеллектуальной деятельностью человека.
Но вот вы упомянули территорию опережающего развития. Вот давайте об этом немножко подробнее поговорим, да. То есть это особая экономическая зона, там освобождение, налоговые льготы, там разные преференции. Вот у нас, получается, начиналось это все с Тор-Кангаласа, теперь Тор-Якутия. Насколько вот это все себя оправдывает? Можно ли, ну, говорить уже о каких-то результатах? Ну, безусловно, те налоговые льготы, преференции, которые дает режим ТОР предпринимателям, это хорошее подспорье такое, позволяет экономить существенную часть средств, позволяет расширять штат сотрудников, позволяет перенаправлять эти средства на развитие бизнеса. Ну и, конечно, это не может не иметь эффекта. Мы, в свою очередь, на территорию креативного кластера также расширили режим ТОР. Наш креативный кластер стал вообще первым в России тором для креативных индустрий. Ну, это прям нонсенс. Нам пришлось, конечно, поработать. Корпорация провела большую работу по включению в перечень видов экономической деятельности всех видов креативных индустрий. Мы это сделали, и сегодня каждая компания, осуществляющая деятельность в сфере креативных индустрий, может стать резидентом ТОР и воспользоваться хорошими налоговыми льготами в нашем квартале. То есть это часть Тора Якутия, получается? Да, креативный кластер «Квартал труда» — это часть ТОР Якутии. Но есть и другая точка зрения, что кучу налогов с этого республика недополучает. Нет, я так не думаю, особенно если говорить про креативные индустрии, то тот эффект, который дает территория опережающего развития, она в будущем имеет гораздо больший эффект. Ну, то есть не стоит жить только сегодняшним днем, нужно же смотреть на годы вперед, и, то есть в перспективе оно окупается. Это как инвестиция. Но вот корпорация, я знаю, что разработала еще и концепцию киноиндустрии. Вот про нее расскажите, пожалуйста. Да, действительно, в декабре 2022 года мы выпустили концепцию развития киноиндустрии, анимации и другого цифрового контента. Ну, здесь ключевая идея этой концепции заключается в переходе от такого крупного сегмента российского рынка, каково является сегодня наша киноиндустрия, уже в полноценного индустриального игрока на российском и международном уровне. Достижение этой задачи возможно за счет создания экосистемы, полноценной экосистемы киноиндустрии, анимации и другого цифрового контента, которая объединит усилия всех стейкхолдеров, всех участников этих отраслей, которые всеми своими возможными усилиями будут создавать условия для ускоренного развития этих отраслей. Ну и если говорить вообще о концепции развития креативной экономики республики, которая тоже вашей командой была разработана, что вот там самое основное? На что там сделан упор? Ну, я уже вот в ответе на предыдущие вопросы в какой-то степени раскрыла зерно нашей концепции. Все дело в креативной интенсивности. В том, чтобы повышать вот эту Да, вот долю. в том, чтобы повышать эту долю. Сказала, что подход этот уникальный. Ну и здесь, наверное, добавлю, что плоды нашей концепции, той работы, которая ведется в рамках концепции, не только в ней. В прошлом году Якутия увидела в виде признания нас, Якутии, самым креативным регионом России в рамках национальной премии Russian Creative Awards. Эта премия проводилась всего 2 раза. Первая была в 2021 году, тогда лидером стала Москва. Ну а в этом году лидерство досталось Якутии. Ну, тем самым мы оставили позади даже культурную столицу Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Ну, думаю, что быть первыми после Москвы — это очень почетно, мы этим гордимся. Ну и, конечно, не будем останавливаться на достигнутом. Могут к вам обратиться, ну вот, например, я не знаю, в Анабарском Улусе кто-то хочет открыть там свою маленькую Саюри, например, да, вот они могут там к вам обратиться с этой за помощью, какую помощь вы можете оказать?
Ну, смотрите, здесь дело больше похоже на начинающего предпринимателя. И слава богу, сегодня для этой категории существует огромное число и мер поддержки, и мер информационной, консультационной помощи. Таким людям я бы рекомендовала обращаться в центр «Мой бизнес», где в рамках одного окна можно получить ответы на все свои вопросы. Ну, а если говорить конкретно про жительницу Анабарского района, которая хочет открыть Саюри, то ей можно еще обратить внимание на программу «Дальневосточный гектар». То есть она может получить бесплатно землю под свой бизнес, и, в принципе, это тоже хорошее подспорье. А если у человека, я не знаю, идея мини-вечного двигателя? Ну, конечно, в рамках инновационной экосистемы у нас есть фонд развития инноваций, венчурные компании Якутии, которые вот такие проекты активно поддерживает с помощью своего акселератора B8. Прокачивает, не очень русское слово, Русское слово и прокачивает. дает возможность для развития. Ну что, спасибо вам большое. Было интересно. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.